Пожалуйста. Спасибо. Мы начнем сразу с рекомендаций. Считаем необходимым решительно потребовать от Таджикистана, как члена ОБСЕ, беспрекословного выполнения взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека и борьбы с пытками, не создавать искусственных помех в работе адвоката, без участия адвоката не проводить никаких следственных действий, судьям необходимо не принимать как доказательства показания, данные на ранней стадии следствия, проведенных без участия адвоката. Каждое заявление о применении пыток расследовать объективно и незамедлительно, привлечь ответственных и вне зависимости от занимаемой ими должностей, открыть доступ общественности и средств массовой информации в судебные процессы. И хочу еще раз обратиться непосредственно к делегатам Таджикистана и сказать им перестать оказывать давление на родственников лиц, участвующих здесь в саммите ОБСЕ. Я имею в виду ситуацию, которая сейчас происходит с моей женой в Таджикистане, в Душанбе, которую вызвали именно из-за того, что я здесь выступаю. Пытки и жестокие обращения в силовых структурах Таджикистана все еще являются одним из самых главных способов добычи признательных показаний. Ввиду низкой профессиональной подготовки дознавателей, следователей и экспертов, применение пыток является основным эффективным методом раскрытия как реальных преступлений, так и заказных. Хотя в стране есть хорошая нормативно-правовая база для борьбы с пытками, осуждены всего несколько человек по статье за применение пыток. Я, будучи задержанным и обвиненным в разглашении государственной тайны, находясь в изоляторе временного содержания МВД и в СИЗО Министерства юстиции, был свидетелем применения пыток, слышал рассказы лиц, которых пытали. Вы говорили о том, что мы, таджикские оппозиционеры, не говорим, конкретно не говорим. Вот примеры. 19-летний парень Абдурахимов Дарвеш, обвиненный в совершении убийства, хотя он признался в содеянном, после 10 дней пытания его током, избивания, заставили его часами стоять голыми в холодной воде, вынужден был сознаться в совершении второго не содеянным им преступления, то есть убийства. Подозреваемый в приобретении 1 грамма наркотиков гражданин Турку Фазлидин был так жестоко подвергнут пыткам, что кожа и мышцы левого предплечья руки его были обгоревшими. Когда один из наших сокамерников пожаловался на состояние здоровья, то врач СИЗО вместо оказания ему медицинской помощи избил его ногами и массивным железным ключом. Таких примеров очень много. Спасибо большое.